Понимание есть, работы достаточно. Я думаю, вы разберетесь. Поддержка вам всегда будет. Кадровые назначения. Глава Ингушетии провел встречу с Сергеем Горяйновым и новым руководителем республиканского следкома. Работу проводили, объявляли, даже в мечети объявили, чтобы люди подошли, записались, у кого аналоговое телевидение. Еще 10 дней в аналоговом вещании, а дальше цифра. Приемники в подарок малоимущим, переход на цифровое ТВ обсудили в правительстве. Еще недавно здесь была вода по колено, но силами коммунальщиков ее становится меньше. По поручению главы города ее начали откачивать. Жалобы услышаны, проблема решена. Коммунальщики очистили подвалы многоквартирных домов Магаса от канализации. Гарантийный ремонт, заводские запчасти, автокредитование. Там есть еще государственные программы, которые АвтоВАЗ пользуется. Всеми этими опциями мы будем пользоваться. АвтоВАЗ в Ингушетии. Покупка и дилерское обслуживание российских автомобилей уже скоро. В Карабулаке строится автоцентр. Под прямым углом. Раз, два, и 30 раз. Давай попробуй. День гражданской обороны. В рамках всероссийского открытого урока сотрудники МЧС показали мастер-класс учащимся Центра образования Магаса. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Глава Ингушетии провел встречу с исполняющим обязанности руководителя управления кадров Следственного комитета России Сергеем Горяйновым и новым руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ингушетии Андреем Коноводом. Сергей Горяйнов отметил, что Андрей Коновод имеет все необходимые профессиональные знания и большой опыт работы в органах правопорядка России. И выразил уверенность, что новый руководитель республиканского следкома выполнит возложенные на него обязанности. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и следственного управления по соблюдению законности и правопорядка, обеспечению прав и защите законных интересов граждан. Я проработал в системе прокурора, поэтому хорошо понимаю специфику деятельности. Работы достаточно. Думаю, с вашим большим опытом быстро вникнете в суть и разберетесь. С нашей стороны поддержка всегда будет, подчеркнул руководитель региона. Для республики это очень важно. Понимание есть, работы достаточно. Я думаю, вы разберетесь. Поддержка вам всегда будет. Потому что орган федеральный, государственный. Опыт большой. Здесь надо просто вникать. Самое главное, чтобы те обязанности, должностные, они выполнялись следователем надлежащие. А в остальном, я думаю, будет взаимодействие, будем работать. Предыдущий руководитель держал его в достаточно высоком уровне. Поэтому мы тоже со стороны аппарата надеемся, что результаты не упадут, а будет сохранить традиции славные, которые были заложены генералом Лужковым. Генерал Коноводом будут развиты и продолжены. Сенатор от Ингушетии Мухарбек Барахоев принял участие в парламентских слушаниях Совета Федерации. На встрече обсуждались параметры проекта на 2020-2022 годы. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов представил информацию о ключевых характеристиках на предстоящие 3 года. Бюджет направлен на достижение цели в области высоких темпов роста экономики, увеличения показателя продолжительности жизни и повышения доходов граждан. Последние шаги к качественной картинке и хорошему звуку. Ингушетия, как и вся Россия, переходит на цифровое вещание. До окончательного перехода осталось 10 дней. Чтобы не остаться с темным экраном после отключения аналогового вещания, телезрителям уже сейчас необходимо запастись специальной приставкой. Семьям, которые не могут себе позволить купить оборудование, его дарят по поручению руководства региона. Вопрос перехода на цифру обсуждали и в региональном правительстве. Все подробности у Амины Боковой.
Нечеткая картинка, рябь и шум теперь в прошлом. Адам Цычоев, как и миллионы россиян, с сегодняшнего дня стал обладателем новой цифровой приставки. А вместе с ней 20 каналов высокого качества, без абонентской платы. Для Адама, как и для его внуков, это действительно ценный подарок от сельской администрации. Ведь в семейном бюджете расходы на ее покупку уж точно не предусматривали. Зато сейчас в старый ящик буквально вдохнули новую жизнь. Любимые каналы теперь в цифровом качестве. Дети смотрят, мультики смотрят, там, НТВ, там, новости, вот эти каналы Жекшат. Счастливой обладательницей цифровой приставки стала и Лидия Евлоева. Из-за слабого здоровья работать женщина не может, зато после домашних хлопот часто любит смотреть свои любимые каналы. Я большинство Ингушетию и ТНТ люблю. Все. На ремонте у меня телевизор. Старого образца телевизор, маленький. Сами устроим, если привезут. К переходу на новый цифровой формат сотрудники Плиевской администрации подготовили сельчан заранее. Составили списки тех, кто не сможет подключиться к цифре, приобретя приставку за свой счет. Местные власти уже раздали их больше 10 семьям. В этом списке значится еще 21. Работу проводили, объявляли, даже мечети объявили, чтобы люди подошли, записались, у кого аналоговое телевидение. Каждый дом самим заходить, проверять нам неудобно было, поэтому мы объявили, люди сами подходили, и мы им запись сделали. Переход от аналога к цифре по всей стране завершится 14 октября. В 16 населенных пунктах республики уже установлены цифровые передатчики для обеспечения подачи сигнала. Даже в таких отдаленных селах, как Датых, Чемульга, Арштыгули. Готовность республики к переходу на цифру обсудили и на расширенном совещании в правительстве региона. Зампред Михаил Илезов поручил главам администрации городов и районов обеспечить всех малоимущих семей цифровыми приставками за несколько дней до отключения аналогового сигнала. Мы обращались к главам администрации, чтобы вы тоже изыскали возможности оказать содействие категориям населения, которые не имеют возможности самостоятельно приобрести такие приставки. Их 310 человек. На сегодняшний день в Малгобекском районе приставки получили 105 малоимущих семей. Еще 70 ждут своей очереди. Но этот вопрос обещают закрыть до 9 октября. В Назрановском районе на цифровое ТВ уже перешли 193 семьи. Остались еще 30. Представители каждого населенного пункта отчитались вице-премьеру о сроках завершения выдачи приставок. Заслушав доклады представителей, Михаил Илезов решил проверить работу горячей линии по вопросам перехода на цифровое телевидение. Куда можно обратиться для того, чтобы я мог получить приставку, если я нуждаюсь? Мы поможем вам. Куда? Вы нам скажите сейчас адрес и номер телефона продиктуйте. Хорошо, Барку. Обязательно обеспечите, чтобы горячая линия была в эти дни круглосуточно. Обязательно круглосуточно. Мы обязательно будем проверять. Более того, мы попросили и РПЦ, и федеральные они будут тоже проверять, поэтому обеспечить, чтобы они точно понимали, что они говорят. Основной наплыв звонков от жителей республики ожидается в период с 14 по 16 октября. Убедившись в том, что операторы горячей линии предоставляют корректную информацию, Михаил Илезов еще раз напомнил собравшимся о необходимости завершить переход на цифровое телевидение как можно раньше установленного срока. Амина Бокова, Дана Плиева, Магомед Белакиев, Майрбек Миржоев. Новости 24. Первый питомник томатов и огурцов создадут в Ингушетии на базе самого крупного тепличного комплекса республики Сунжа. Это станет возможным при запуске второй очереди предприятия. В этом году агрокомплекс впервые в регионе вырастил кабачки. Это около 3000 тонн. Вся эта продукция реализована и отправлена в Георгиевск. Сейчас в первой очереди на территории комплекса выращивается 6 сортов помидоров. Напомню, в мае текущего года в Ингушетии была запущена первая очередь агрокомплекса Сунжа по производству овощей закрытого грунта на площади 10 гектаров. Запустить вторую очередь площадью 20 гектаров планируется в 2020 году, а до конца 2021 – третью на 40 гектаров.
Многочисленные жалобы жителей Магаса на антисанитарийные условия проживания наконец-то услышаны. Не первый год подвалы некоторых многоквартирных домов столицы больше напоминали болото, чем цокольные этажи. Помимо неприглядной картины и невыносимого запаха, нечистоты разрушают фундамент строений. Выход из сырой ситуации снова находят коммунальщики. Воду откачали. Рина Тичоева расскажет. Еще недавно здесь была вода по колено, но силами коммунальщиков ее становится меньше. По поручению главы города ее начали откачивать. Но это только первая ступень решения проблемы. Специальная комиссия займется тем, чтобы эти подвалы вообще больше не затапливались. Коммунальщики работают здесь уже несколько дней. Воды было так много, что пришлось привлекать дополнительные силы. Это подтверждает и отметка на стене. Следить за порядком в подвалах многоквартирных домов администрация города по закону не обязана. Но сотрудники в который раз идут навстречу жителям. В данный момент водоканал откачки. Мусор это МК ЖКХ город Магасе приступить до Белха. Ну с алфулархада ухтбахш бонахби мусор отстусари стихийный мусор здесь свалка шатсы юрить шейдоглас шхалбезеш прежде всего бахш метик миер ети, поэтому прежде всего царь доглас здесь метике. Согласно жилищному кодексу, следить за состоянием своих подвальных помещений обязаны жильцы многоквартирного дома, так как это их общее имущество. Они должны организовать товарищество собственников жилья, но этим никто не хочет заниматься. В доме в основном живут квартиранты. Застать хозяев не получается. А чтобы решить эту проблему, администрация города был объявлен конкурс на выбор управляющей компании. 2 месяца назад конкурс состоялся. Администрация города уже определена управляющая компания, и они уже начали работу в этом направлении. Дело в том, что за 2 месяца охватить весь город и все многоквартирные дома не представляется возможным. Поэтому на время это временная мера, пока вычистили это подвальное помещение, на 70% откачали оттуда воду. Дом изначально стал проблемным. В эксплуатацию многоэтажка введена по решению суда. Построенное здание некачественно. Из-за халатности при строительстве, в том числе и в проведении водоснабжения, и происходят порывы, которые в свою очередь заполняют подвалы водой. Привлечь самого застройщика к ремонту мы уже не имеем права, потому что истек 5-летний срок ввода в эксплуатацию этого дома. Таким образом, сегодня у нас существует административный ресурс, мы можем использовать, выявить, кто является хозяином, либо выявить, что этот объект является бесхозным в случае, если нет собственника подвальных помещений. И уже далее будем принимать меры, в том числе и меры прокурорского реагирования будут приняты, наверное, потому что мы уже будем обращаться и в органы. Коммунальные службы порывов источники обнаружили. Их уже успели залатать. Качественно ли, покажет время. По поручению главы города специальная комиссия должна заняться решением проблем многоэтажного дома уже через некоторое время. Рина Тичоева, Майрбек Миржоев. Новости 24. Лучших ингушских студентов и спортсменов, которые учатся и трудятся во Франции и Бельгии, чествовали на днях во французском городе Метц. Там прошел 3-й франко-бельгийский международный молодежный форум. Выпускники и студенты вузов из различных городов Франции и Бельгии получили напутствие и подарки из рук своих наставников и почетных гостей. В работе форума приняли участие исследователи университета Париж-Сорбонна Иса Боков, известный практикующий врач из бельгийского города Гент, работающий по совместительству на кафедре медфакультета университета Мурат Султыгов, гость из Ингушетии, председатель культурного центра Эздел Анзор Ведзижев. Затем состоялось награждение выпускников университетов, старшеклассников за отличную успеваемость и высокие достижения в спорте, активное участие в творческих и научных проектах. А активным участникам культурных мероприятий в ходе Дней Ингушетии во Франции вручили еще и почетные грамоты постпредства Ингушетии при президенте России и благодарственные письма Миннаца республики.
Креативно, масштабно и с национальным колоритом НТРК Ингушетия совместно с региональным Миннацом дают старт новому проекту. Его цель – показать всех жителей республики, независимо от их возраста и профессии. Под девизом «Я и есть Ингушетия» операторы и корреспонденты телерадиокомпании уже начали съемки жителей, потенциальных актеров, которые станут частью межпрограммного оформления национального канала. О новой идее и первых шагах по реализации проекта сюжет Амины Боковой. Вот они, лица Ингушетии. Мужчины, женщины, старики, дети, врачи, учителя, домохозяйки, трактористы, слесари, артисты, студенты, школьники, простые прохожие. Нас сотни тысяч. Мы и есть Ингушетия. Национальная телерадиокомпания совместно с Министерством национальной политики, печати и информации региона запускает новый масштабный проект, в котором примут участие тысячи жителей Ингушетии. Его главная задача – создать настоящую летопись нашего поколения, тех, кто строит настоящее и за кем стоит будущее республики. Люди абсолютно разных профессий и возрастов будут запечатлены в коротком ролике. Так, находясь даже за сотни тысяч километров от Ингушетии, вы можете включить телевизор и увидеть ваших дальних родственников или узнать в случайном прохожем свою первую учительницу. А может просто восхититься людьми, которые трудятся на благо республики, на полях или на заводах, или взглянуть на старейшин, живущих в горных селениях Ингушетии. Отдаленные села и горные районы. Мы должны показать и человека труда, и творческих людей, и представителей интеллигенции, что вот они, вот это и есть Ингушетия. Мы являемся частью Ингушетии, частью России. Вот это наша цель. Съемки грандиозного портрета наших современников пройдут на территории всей республики. И неважно, где вы находитесь, на работе или на улице, участником проекта «Ингушетия» может стать любой желающий. Амина Бокова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Вопрос с обеспечением жилья для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, проживающих на территории Ингушетии, обсудили сегодня на круглом столе в аппарате уполномоченного по правам человека. Этот вопрос остается актуальным для нескольких семей. На встречу пригласили депутатов Народного собрания, представителей прокуратуры и всех ответственных в этом вопросе служб и органов власти, и, конечно, самих жителей, для которых этот вопрос тянется на протяжении 25 лет. Участники встречи высказали свое мнение и выдвинули ряд предложений, которые внесли в резолюцию круглого стола. Встреча нам показалась, прошла конструктивно, очень насыщенно. Будем надеяться, что те предложения, которые членами сегодняшнего нашего круглого стола были внесены, будут обработаны, примут форму полноценной резолюции. Она будет разослана во все органы власти, и те должностные лица, от которых зависит в какой-то степени решение этого вопроса, заинтересуются, примут во внимание, примут к сведению нашу сегодняшнюю встречу. 21 век информационных технологий, прорыва и скрытой угрозы. С популяризацией гаджетов и интернета экстремисты получили неограниченные возможности для ведения противоправной деятельности. Завлечение в терроризм молодежи стало частью так называемой вербовки и зомбирования умов. Лучшее средство в борьбе с этой глобальной проблемой современного мира – профилактика, уверены сотрудники органов безопасности. Как не свернуть на тропу террора, расскажет Зелимхан Калоев. Экстремизм и терроризм – два разных понятия, но общее у них одно. И в том и в другом случае совершается преступление. Молодые люди зачастую в поисках приключений натыкаются на запрещенные сайты. Далее все по системе. Неправильное толкование ислама, вербовка, террористический акт. В век господства интернета, глобальной сети находится огромное количество информации, которая пагубно влияет на подрастающее поколение. Молодежь должна быть более избирательной в выборе сайтов и внимательно относиться к их направлениям. Программа по профилактике экстремизма в первую очередь должна затрагивать детей, подростков и молодежь. Именно этот слой общества наиболее подвержен влиянию подобных радикальных идей, что связано с неокрепшей психикой и отсутствием твердой жизненной позиции. С
Современная молодежь наиболее восприимчива к экстремизму, считают эксперты. Гаджеты, планшеты и слишком много свободного времени побуждают на совершение преступления. Во многом причина отсутствия правовой грамотности. Одно преступление может квалифицироваться по нескольким статьям. В итоге годы за решеткой, испорченная репутация и прошлое, которое не вернуть. Национальность, языка, происхождение, отношение к религии, а равно принадлежность к какой-либо социальной группе, совершенной публично или с использованием средств массовой информации, либо информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. То же деяние, совершенное уже группой с применением насилия или с угрозой его применения, лицом использованием своего служебного положения, либо организованной группой, в соответствии с части 2 указанной статьи, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Всех этих проблем можно избежать, если вовремя одуматься и выбрать правильный путь. Безусловно, начать нужно с детей, ведь на неокрепший ум намного легче воздействовать. Поэтому начинать работу по противодействию нужно еще со школьной скамьи. Во всех общеобразовательных учреждениях должны быть приняты профилактические программы. Мы всегда, как при организации проверок, мы и настаиваем на такие программы. Закон о противодействии экстремистской деятельности трактует данное понятие следующим образом. Это насильственная смена положения конституционного, а также попытка нарушения целостности государства, публичное оправдание террористических актов, пропаганда социальной, расовой и религиозной нетерпимости, распространение идей превосходства человека по расовому, религиозному и какому-либо другому признаку. Есть раны, которые время не лечит. Итог от экстремизма и терроризма всегда один – смерть и покалеченные судьбы людей. Зелимхан Калоев, Новости 24. Ровно 11 лет назад не стало народного депутата, истинного патриота Мусы Дарсигова. Он всегда отстаивал права народа и совместно с другими ингушскими деятелями добился принятия высшей законодательной властью страны 2 важнейших законов о реабилитации репрессированных народов и об образовании Ингушской республики в составе России. Благодаря его усилиям была создана комиссия Совета национальности Верховного Совета СССР по рассмотрению обращений ингушского народа, которая работала над этим вопросом на протяжении 9 месяцев и сделала положительное заключение. Вся эта кропотливая работа послужила тем фундаментом, на котором впоследствии не раз принимались жизненно важные решения в судьбе нашего народа. От ингушетии депутат, прошу меня представить 5-6 минут слова. Я обращаюсь к всем депутатам. Депутат из Ингушетии просит слова. Муса Дарсигов, прибывший в Москву по поручению своего народа, еще не раз будет отстаивать нарушенные права депортированных. В 1991 году был сформирован Верховный Совет СССР нового состава, в котором Дарсигов являлся членом Совета Союза. С первых дней в новой должности перед ним стояла цель донести до руководства СССР проблемы ингушского народа. Перед очередным отъездом в Москву известный писатель Идрис Базоркин передал ему запрос на имя генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, чтобы тот зачитал на съезде народных депутатов и вручил лично Горбачеву. Этот документ был первым при создании нашей республики. Благодаря настойчивости этого человека была принята декларация о восстановлении всех прав незаконно высланных народов СССР. 14 ноября 1989 года был принят этот жизненно важный документ. Не желая терять ни одного дня, проведенного в должности депутата, он постоянно искал встреч с Горбачевым, отправлял письменные обращения. В результате чего 26 марта 1990 года была создана комиссия Совета национальности Верховного Совета СССР по рассмотрению обращения ингушского народа, которая работала над этим вопросом на протяжении 9 месяцев и дала положительное заключение. Дальше было необходимо добиться создания своей республики. В Москву приехала делегация, которая добилась встречи с Борисом Ельциным. По итогам встречи было решено провести референдум, который прошел 30 ноября 1991 года, где ингушский народ изъявил желание остаться в составе России самостоятельной республикой. Прошу рассмотреть вопрос о создании ингушской автономии Советской Социалистической Республики в составе РСФСР, объединив исторически сложившуюся территорию Ингушетии, какой она была до упразднения ингушской автономии в 1934 году.
Официально он встречался с президентом России 23 раза, устраивал многочисленные приемы ингушским делегатам, добивался встречи нашего ингушского духовенства с патриархом России Алексеем II, впоследствии который сделал обращение на имя президента России о принятии закона о реабилитированных народах. Из всех лидеров тогдашнего ингушского национального движения он выделялся своей самобытностью. Человек, видимо, в силу характера, в силу традиционного своего происхождения, он просто хотел, чтобы народ добился своей цели, чтобы народ обрел самобытность, самостоятельность и жил в своей республике. Сегодня Ингушетия – динамично развивающаяся республика, в которой развиты все сферы жизни. И это благодаря таким людям, как Муса Дарсигов, которые сделали все, чтобы в Ингушетии была своя государственность. Зарема Евлоева, Новости 24. Покупка и дилерское обслуживание российских автомобилей возможно будет, не выезжая из Ингушетии. В Карабулаке активными темпами идет строительство автомобильного центра. Магаз «Лада» представит любителям отечественного автоваза весь спектр услуг, вплоть до регистрации транспорта. Когда откроется первый центр в Ингушетии, расскажет наш корреспондент. Шумная техника и работники, которые трудятся не покладая рук. Здесь, в Карабулаке, полным ходом идет строительство первого в Ингушетии дилерского центра «АвтоВАЗа». Начали строить объект больше 4 месяцев назад. Каркас здания уже возвели. Мы уже проделали 60% работы, фундаментом закончили, металлоконструкцию, как вы видите, уже все построено. Стены начали обшивать, и идут у нас сейчас перегородки. В центр будут поступать автомобили крупнейшей российской компании «АвтоВАЗ». Здесь не только будут их реализовывать, но и планируют проводить гарантированные ремонты, завозить оригинальные запчасти и оказывать другие услуги, чтобы не приходилось ездить в соседние республики. Гарантийный ремонт, заводские запчасти, автокредитование. Там есть еще государственные программы, которые «АвтоВАЗ пользуется. Всеми этими опциями мы будем пользоваться. То, что имеет система «АвтоВАЗа», все это будет здесь. То есть продажа автомашин, автомобилей, всех моделей, которые выпускает «АвтоВАЗ. Потом самое главное для республики, мы до сих пор, Ингушетия, ни один ингуш не мог взять в кредит автомобиль новый. Потому что Ингушетия не была включена в это автокредитование. Здесь у нас будут сидеть банковские работники, люди, которые работают, придут, оформят машины, возьмут в кредит, наличными. То есть это все будет. Здесь же будут выдаваться номера. В эксплуатацию объект планируют ввести в начале ноября этого года. Основные работы уже позади. Теперь остается завершить фасадную часть здания, отделочные работы, завести мебель, а дальше и первую партию авто. Мы планируем, к 10 числа ноября мы закончим. И также мы планируем презентацию. К нам приедет руководство «АвтоВАЗа». В здании предусмотрят помещения для парковки машин, сервисные центры для ремонта автомобилей, офис для работников центра, число которых будет превышать 40 человек. Машины будут различных марок. В год планируют реализовать более 1200 единиц авто. Гарантийный ремонт, все будет. Мы сейчас в ближайшие дни посылаем ребят на обучение в «АвтоВАЗ». Будут специалисты высококвалифицированные. В общем, здесь, проект мы делали, мы заказали в Тольятти. Это самый последний проект в системе «АвтоВАЗа». Проверить машину, провести тест-драйв, оформить ее на месте и сразу получить номера. Это можно будет сделать совсем скоро. Муса Измайлов, Адам Далаков, Новости 24. Хасан Халмурзаев и Муса Магушков примут участие в «Большом шлеме» в Бразилии. В соревнованиях будут участвовать 348 спортсменов из 60 стран. Ингушские дзюдоисты представят Россию на этом престижном международном турнире. Наши спортсмены выйдут на татами 7 октября. Хасан будет бороться в весе до 81 килограмма, Муса в весовой категории до 73 килограммов. Ингушский футболист Магомед Аздоев попал в символическую сборную тура УЕФА по итогам группового матча Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». На прошедшем матче «Зенита» против «Бенфики» в групповом этапе Лиги чемпионов наш земляк успел отлично проявить себя и в обороне, и в атаках. В первом голе он накрыл полузащитника «Орлов» в чужой штрафной площади, заставив того потерять мяч и подарить его нападающему Дзюбе, который воспользовался моментом и открыл счет на 22-й минуте матча.
А во втором моменте Оздоев записал на свой счет результативный пас, выведя Азмуна на свидание с голкипером. В итоге клуб с Невы уверенно выиграл со счетом 3-1, а Магомед Оздоев был выбран лучшим игроком матча. Напомню, чемпион России по футболу Магомед Оздоев вместе с Зелимханом Бакаевым вызван в состав сборной страны. Сегодня День гражданской обороны. В школах региона прошел всероссийский открытый урок, приуроченный к этой дате. Школьникам напомнили об основах безопасности жизнедеятельности в теории и на практике. Это отличная возможность повысить знания и популяризировать профессию спасателя. В Центре образования города Магаз сотрудники МЧС показали учащимся мастер-класс. Подробности у Идриса Ижиева. Десятки мальчишек и девчонок с любопытством наблюдают за происходящим на сцене. Студенты пожарно-спасательного колледжа проводят для них небольшой мастер-класс. Учащимся это дает возможность поближе познакомиться со всеми сложностями профессии. Спасатели, не теряя ни секунды, приступают к оказанию первой помощи пострадавшему. Необходимо подробно осмотреть и ощупать голову на наличие ран. Осматриваем обязательно ушные раковины и также скуловые кости. В современных школах оказанию первой помощи детей учат на уроках ОБЖ. Но одно дело знать теорию, и другое – применить навыки на практике. В смоделированной ситуации по спасению пострадавшего Русланбек Богатырев вызвался участвовать добровольцем. Сегодня ему выпал шанс провести непрямой массаж сердца пострадавшему в автокатастрофе. Под прямым углом. Раз, два, и 30 раз. Давай, попробуй. Ставим на колени. Ровно, чтобы спина была ровная. Раз, два, три, четыре, пять. Для меня было самым интересным то, что студенты колледжа объясняли в будущем, как делать массаж сердцу или спасать жизни человека. Они объяснили, как в данном случае надо действовать и как спасать человека из беды. Если кому-то будет нужна моя помощь, я с радостью помогу ему. Поздравить сотрудников гражданской обороны с профессиональным праздником и заодно подготовить школьников к чрезвычайным ситуациям. С такой целью организаторы и подготовили праздничное мероприятие. Не только полезны такие мероприятия, они просто необходимы. Мы на уроках ОБЖ говорим им, рассказываем, как оказать первую помощь при чрезвычайных ситуациях. Но вот такие вот мероприятия, они необходимы тем, что каждый ребенок хочет принять участие, и каждый ребенок хочет научиться именно вот на этих мероприятиях делать там непрямой массаж сердца или там как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации. А в завершении сотрудники МЧС решили устроить нежданный экзамен, как школьникам, так и преподавателям. Неожиданно на всю школу раздается сигнал пожарной тревоги. Давайте, ребята, быстрее, быстрее! Давай. Так, по этому направлению. Эвакуационный экзамен сдал на отлично. Такие учения в школе проводят регулярно. Главное не расслабляться, ведь опасность может возникнуть в любую минуту. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сейчас анонс. В эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО» с Зелимханом Калоевым. Итак, завтра в 21:00 вы увидите. Яблочный рай – продукция высокого качества, секрет в технологиях и ингушской земле. Урожай здесь выращивают по особым уникальным технологиям. Для того, чтобы яблоки получились спелые, румяные и вкусные, у аграриев есть свои тонкости. Есть ли ГМО в продукции сада-гиганта Ингушетия? Эта свадьба пела и плясала. Сразу 2 мировых рекорда установили в древнем Дербенте. Массовая и многонациональная свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса. Поликлиника на колесах. Они помогают тысячам пациентов определить диагноз и назначить лечение. Лечение порекомендовали, массаж, уколы, таблетки. И все, и главное не нервничать, и все будет хорошо. Бригады проекта «За здоровье» продолжают курсировать по ставропольским глубинкам.
присяга и клятва верности степных орлов стало больше. Соблюдать устав юнармии, быть честным юноармейцем. Клянусь! Клянусь! 100 ингушских школьников пополнили ряды всероссийского движения «Юнармия». Соседние галактики ближе, чем кажется. В Нижнем Архизе обсудили космические объекты. Проект относится к маленьким галактикам, которые называются Dwarf Galaxies, маленькие. Чем заинтересовали карликовые галактики астрофизиков? Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.